Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня вы увидите зрелищные конные скачки, которые порадовали жителей вчера. Буквально в Арктике жители села спасли нерпу, а вот в Усть-Майском улусе на дороге повстречалась семья медведей. Об этом и о другом поговорим сегодня в нашем выпуске. Давайте же приступим. На море Лаптевых жители села Быков-Мыс в Булунском районе спасли нерпу. Животное не могло найти выход к воде. Тогда, недолго думая, очевидцы прорубили для нерпы лунку и помогли животному спуститься в воду. Бедненькая. О, пошел. А вот в Усть-Майском улусе по трассе около села Эльдикан водитель заснял весьма животрепещущий момент. Два маленьких медвежонка залезли на дерево, но при виде машины с жалобным воплем суетливо спускались к медведице. При этом два взрослых медведя примчались на вопль медвежат и, стоя в сторонке, наблюдали за процессом спуска испугавшихся косолапых. Бар. Бар. А вот очевидцы Стампонского района засняли двух белых грациозных лебедей. Якутский всадник Дагуйдан с лошадьми Хонор и Хастах пересекли границу Омской области. Это уже 7-й субъект страны в его походе. Как пишет Дагуйдан, несмотря на тепло, дорога нелегка. Это клещи и отсутствие водоемов. С начала похода пройдено более 8000 километров. До цели, до Москвы, осталось 2700 километров. Осталось пройти Тюменскую, Курганскую и Челябинскую область, Республику Татарстан, Башкортостан и Владимирскую область. В день всадник проходит примерно 50 километров. Ежегодные республиканские скачки прошли в Якутске. На главном ипподроме города состязались скакуны из 7 районов республики. Зрители на трибунах в восторге. В этом году болельщикам удалось наблюдать за ходом зрелищных состязаний воочию. Первым был забег на 800 метров. Среди лошадей 2 лет чистокровной верховой породы. Победу одержала Верба. Следом на дистанции 2400 метров среди лошадей от 3 лет и старше победил жеребец амгинец Black Greg, опередив Голден Аса, Сириуса и Арабику. В следующих забегах победителями стали Динамика, Мегинокангаласский улус, Эйр Бен Барс из Усалданского и Нумизматик из Верхневилюйского районов. И на главной дистанции соревнований на 2000 метров чемпионом стал жеребец Свидетель Барс из Амгинского улуса. Скачки выдали зрелищными, болельщики эмоционально поддерживали своих земляков. Я за мегинских болею, за своего улуса. Кони, конечно, красавицы. Единственное, можно только на них прийти посмотреть. Такие красавицы же. Скачки отличные, давно не видели. Здесь в ипподроме уже пару лет не было же скачек. Поэтому, видите, и день такой удачный, и народу много. Мы сидим и болеем именно то, что вот наши кони, амгинские корни, которыми руководит тоже не менее знаменитый в республике человек, масс-рестлер Анатолий Давыдов, он же еще и конезаводчиком, да, и вот его лошади тут представлены довольно-таки во многих забегах. Горда тем, что сегодня все эти скачки, при том, да, они же посвящены героям Советских Союзов. Это тоже очень немаловажно. По мнению судейского состава, в этом году активное участие принимают новички. И в дальнейшем конный спорт будет только развиваться. В прошлом году в Якутию завезли более 20 лошадей с российских конных заводов. В будущем скачки обещают быть еще более зрелищными. Да, чистокровная верховая порода выведена в Англии в 17 веке специально для конных скачек. Самая быстрая порода в мире, она развивает скорость до 89 км в час. Среди скакунов-призеров есть и такие, чьи потомки чистокровные скакуны-чемпионы предыдущих забегов. К примеру, лошадь Тайон из Хангаласского улуса сегодня впервые принял участие в состязании. Но, несмотря на это, уже подает большие надежды. Сын Рашандея. Рашандей у нас победитель приза головы 2015 года. А мать, это Кабыла Габуль, тоже
несколько смен республики на короткие дистанции. Поэтому вот от Тойона мы от него ждаем хороших результатов. Призы достойные. Это денежные сертификаты от 75 тысяч рублей и больше. Зрелищные испытания посвятили 70-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, столетию образования якутской автономии, а также в поддержку специальной военной операции на Украине. Марферина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. В Момской общеобразовательной средней школе внедряют новые инновационные технологии. А совсем недавно там дети заговорили на китайском языке. Давайте узнаем об этой современной школе. В общеобразовательной средней школе созданы все условия для учебы и работы. Получив такое современное здание, в 2017 году коллектив школы воодушевился на новые проекты. Глаза боятся, а руки делают. Сегодня на уроках ОБЖ школьники до автоматизма разбирают автомат Калашникова. Для мальчишек такие уроки всегда увлекательны. Школьники знают, как действовать при возникновении пожара, как оказать помощь пострадавшему в лесу и как правильно одеть противогаз. Всему этому учат на уроках ОБЖ, где обучают военно-патриотическому воспитанию. Теория должна идти вместе с практикой, отмечает учитель Андрей Громов. Уроки ОБЖ с выездами на природу – лучший жизненный урок, который могут усвоить школьники. Уже скоро ребята участвуют в зорнице, а также планируют покорить потухший вулкан Балагантас высотой более 900 метров над уровнем моря. У ребенка есть, получается, возможности, если есть желание, если мы предоставляем ему возможности заниматься интересным делом, которое ему, ребенку нравится. То есть он может выбрать из 10-15 направлений то, что ему по душе. 你是哪国人？我是俄罗斯人。你呢？我是俄罗斯人。 А в другом классе по понедельникам и четвергам здесь звучит китайская речь. Галя и Костя вот уже несколько месяцев изучают новый язык с преподавателем из Поднебесной. Благодаря интернету связь между Арктическим районом и Китаем крепнет каждую неделю, но пока с ошибками. Китайский язык меня привлекает тем, что он очень красивый, имеет под собой очень древнюю историю. Я очень люблю историю Китая, и я хочу, чтобы Россия и Китай сотрудничали. Я буду им помогать. Начал изучать китайский язык, потому что китайский язык сейчас очень востребован. Учительница английского языка Людмила Ивановна признается, во время видеоуроков с преподавателями из Поднебесной сама параллельно учит новый язык. В этом году Момская средняя школа стала участником совместного проекта «Ассоциация довузовское образование между Китаем и Россией». И этот инновационный проект не единственный, в котором участвует Арктическая школа. Далее. Я считаю, что это очень важно сейчас. Дети интересуются и корейским языком, и очень интересуются, и японским языком интересуются. И вполне возможно, что благодаря, может быть, в будущем при помощи таких же интернет-ресурсов, вполне возможно, мы можем изучать и корейский, и другие восточные языки, которые востребованы. Покажите, пожалуйста, как дети отдыхают во время перемены. Вот у нас по точке роста мы получили шахматы, да, ребята на переменках играют. Момская средняя школа 3 года назад присоединилась к марафону открытия центров «Точка роста» по всей Якутии. Было выделено 3 кабинета – ОБЖ, технологии и робототехника. Результаты уже есть, отмечают педагоги. Благодаря новой школе у нас ежегодно повышается качество обучения, уровень сдачи выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. В этом году у нас, например, по литературе дети получили 90 баллов, русский язык 92 и математика профильного уровня, наивысший балл 82 было. По данным Министерства образования Российской Федерации, Момский район из 15 лусов Якутии занимает 9-е место по качеству образования. Учитывая труднодоступность арктических лусов, такой результат – итог огромной кропотливой работы управления образованием за многие годы. Территориальное расположение снижает возможности получения качественных услуг дополнительного образования. Поэтому важным фактором развития всей системы образования является информатизация, особенно в Арктике. Система образования Момского района придерживается, политика образования придерживается 5 направлений. Во-первых, это повышение качества образования. Мы очень большое внимание уделяем этому вопросу. Во-вторых, повышение квалификации учителей. В-третьих, хотя мы живем периферийно, у нас совершенно нет интернета, мы уделяем внимание на информатизацию образования. Также мы очень большое внимание уделяем улучшению баз образовательных организаций. Повышение качества образования в Момском районе – это главный приоритет. Учителя школы прошли обучение в Сколково и других информационных центрах Москвы. А в 2021 году при Доме творчества был открыт IT-центр «Бель».
Но самая большая гордость учителей – это школьники, которые успешно участвуют во всех всероссийских и республиканских конкурсах и завоевывают призовые места, доказывая, что арктические школы не отстают, а в чем-то даже опережают. Ирина Григорьева, Тимон Афанасьев, Момский район. На сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в эфире телеканала «Якутия-24» в это же время. Всем хорошего дня!